Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто вас любит? Кто в вас влюблен? Будем смотреть на сегодняшний день, на день отсыпки. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Ого. Так, очень много глаз за вами наблюдают, вами интересуются, вас, не выпускают из поля зрения, очень много глаз. Вы знаете, как и в приватной жизни, повсеместно, вот прям подслеживают за вами, присматривают, так и, возможно, в соцсетях, в интернете есть интересанты, которые желают разузнать о вас побольше. Давайте пойдем по порядку. Вот эта большая пятерка, она прям глаз мозолит. Человек, который вас очень сильно обидел. Либо в недавнем прошлом, либо это было когда-то давно. Человек на любовь, на открытое сердце, на дружбу ответил острым ножом. Причем, скорее всего, там, сзади, под лопатку, прям вонзил по самую рукоятку. Человек очень взбалмошный, у кого-то отыграется, что даже и агрессивный был. Не рассчитал силы, либо как дурь ударила в голову и совершил этот поступок. Сколько бы времени не проходило, любовь этого человека, она не уменьшается, она не проходит, она не исчезает. А знаете, как вот эта несправедливость, совесть, они все объединились там в одну кучку, его постоянно там пинают, причем больно. Человек вас любит, понимает, что ход к вам закрыт на веки вечные, что нет ему прощения, да и вы никогда не простите. Сидит там, страдает, любит и мысленно просит прощения. Этот человек вам периодически снится, через сны пробивается, либо вы совсем недавно какую-то информацию об этом человеке получили. Либо кто-то вам об этом человеке, напомнил, что-то сказал, рассказал. Может быть, случайно в разговоре вспомнили этого человека. Это было совсем недавно. Человек вас любил, любит и будет любить. И любовь эта, она идет ему как наказание. Сам все разрушил, сам все порушил, а все. Пути обратно нет, прощения тебе нет. Он и сам себе не простит этот поступок. Никогда. Не отпустит его совесть, до последнего будет давить и душить за то, что он сделал с вами. Так, это такое, знаете, из упущенных, нереализованных. И я не знаю, насколько эта информация вам полезна была, либо стало ли вам легче от того, что вы услышали, но высшие силы посчитали нужным, чтобы вы об этом знали. Если кому дурное напомнила, простите, извините, это не я. Я всего лишь читаю знаки, я медиум. Так, идем дальше. Мужчина не свободный и имеет к вам доступ. Может быть, это ваш любовник. Может быть, вы встречаетесь с мужчиной, тайная связь присутствует. Либо это муж вашей подруги, вашей соседки, либо любой другой родственницы. То есть вы периодически с этим человеком встречаетесь, вы с ним общаетесь. Кто-то в любовной связи, а кто-то как в дружеской, семейно-дружеской состоит. Человек вас любит, насколько умеет, насколько может. Сразу хочу предупредить, что любовь — это какая-то эгоистическая, то есть не направлена на позитив, а направлена на свое
удовольствие, будь то физическое, будь то моральное. Но все равно любовь. Да. У любви бывают разные виды и разные формы. Если мы говорим о вашем конкретном любовнике, с кем вы вместе, то есть человек вами наслаждается, человек с вами, как говорится, отдыхает и душой, и телом, а человек не готов к каким-то серьезным шагам, да, либо каким-то вложениям, будь то энергетическим, будь то финансовым, да, он не готов, просто не готов. Пока у вас все хорошо, пока есть отношения, как бы все классно, все устраивает. Как только дело зайдет за какую-то конкретику, к сожалению, этот человек может взять самоотвод, да, придумать какую-то причину, сказать, не получается, я очень хочу, но не получается, потерпи, подожди. Вот. Вы сами понимаете, девочки взрослые, да, как мужчины умеют сливаться. Если мы говорим о мужчине, с кем у вас нет связи, но он, например, в родственном колене состоит, либо является вашим, например, соседом, да, либо мужем вашей подруги, то дальше, чем мечты, дальше, чем его внутреннее это состояние любви и наполненности к вам, дело не пойдет. И этот мужчина не рискнет своей какой-то респектабельностью, стабильностью, и пусть это даже мнимое состояние, но тем не менее рисковать он не будет. Он такой, знаете, вечный Ромео, который будет наблюдать, изучать, визуально вас обцеловывать, зажимать, но при этом он не пойдет на физическую близость и не пойдет на признание. Только лишь в редких случаях отыграется, что мужчина под хмелем может сознаться вам в своих чувствах. И то, скорее всего, это будет настолько неумело, настолько сбито, что вы подумаете, что это шутка. Но этот момент есть. И, кстати, многие девочки, кто пришел на мою цыпку, я прямо вижу, как вы чувствуете, вы сейчас понимаете, о ком конкретно я говорю. Да, тот мужчина, о ком вы подумали, он вас и любит. Да, он вас любит. Но видите, какая любовь. Как своя шкурка-то дороже, да? Что ж я-то буду рисковать-то ради этой любовью, семьей-то своей, да? А вдруг она меня отправит подальше, посчитает меня несостоятельным. Что же я буду делать? У разбитого корыта? Но я ж не старуха, да? А так люблю, так очень люблю, очень-очень люблю. Прям ты в моем сердце, ты в моей душе. Так бывает. Так бывает, каждый любит по-своему. Это не стёб, это просто констатация реальности. К сожалению, да, как и мужчины, так и женщины могут себе позволять такую форму любви. Главное, чтобы никому не навредил. Так, идем дальше. Кто у меня работает? Кто работает и с начальником какие-то не очень хорошие отношения, придирки, прицепки, может быть, даже не совсем начальник, может, коллега, либо старший коллега. Я вижу, что он вас трогает в плане эмоций, придирается, обзывается, какие-то претензии постоянно, какой-то усиленный контроль над тем, что вы делаете. У вас от этого человека уже, похоже, тик начался. Он только где-то на горизонте появляется, а у вас уже глаз дергается, потому что вы от него ничего хорошего не ждете. Вы понимаете, что сейчас опять будет что-то критиковать, ругать, наговаривать. Никак вы справиться с этим человеком не можете. Ваше убеждение, то, что он вас не любит, ненавидит, да, либо пытается вас выжить. Но вы, девочки, ошибаетесь. Ведь именно так этот мужчина проявляет свою любовь. Да, он вас любит. Он любит и бесится от того, что вы ему на эту любовь, скажем так, не отвечаете. Не отвечаете, да, вы не готовы разделить такие чувства. Может быть, он и взрослый мужчина, да, но ведет себя как подросток. Знаете, как даже в школе мальчики, девочек, которые им нравятся, за косички дергают. Он и вас дергает. Он таким образом пытается обратить ваше внимание на себя. Глупо, идиотски, на что сподобился данный гражданин, тем он и занимается. Значит, мои хорошие, долго ли это продлится? Пока вы там работаете, это продлится. Либо пока вы с ним не вступите в интимную связь.
Вот. Как только, скажем так, искра пробежит между вами, то ситуация в корне может поменяться. Из вот такой негативной, деструктивной в очень милую, очень душевную и очень финансово, скажем так, выгодную. Вот. Каждая девочка у меня тут взрослая. Я думаю, что вы сами будете решать, как вам проще поступить и вообще, что с этим делать. На мой взгляд, просто детский сад. То есть не должны взрослые люди так себя проявлять. И уж тем более мужчины, взрослые мужчины, не должны долбить свою любимую женщину, чтобы она, видите ли, на него обратила внимание. Да, есть над чем подумать, есть задуматься над чем. Вы уж там сами с ним разбираетесь. Так, еще кто общается в интернете? У вас есть поклонник в интернете. Вот у кого-то точно есть. И у вас с ним постоянное общение. Общение шутливое, игривое. Да, общаетесь. У вас там вроде как все намечается. Значит, мужчина в вас влюбился, просто с первого, клика по вашей фотографии, да, либо с первого слова, которое он вам написал, либо вы ответили ему. Вот в этот момент он очень сильно влюбился. Но здесь есть опасность. Опасность не в том, что он какой-то маньячелло, а в том, что он любит больше ваш образ. Понимаете? Вот есть ваша фотография, есть то, что вы там ему пишете, либо то, что он там в телефонной трубке слышит от вас, но все остальное он додумал и придумал сам себе. Вы понимаете, насколько это опасно? Он вас там наделил и короной, и крылышками, и серебряными хрустальными туфельками, и доброй магией, и чем он только вас не наделил. Но вы ведь простая женщина, обычная из плоти и крови. Знаете, надо быть поаккуратнее. Либо больше с ним общаться на разные темы и не бояться высказывать свои суждения, какими бы они ни были, чтобы у него хотя бы более-менее адекватное представление о вас сформировалось. Либо будьте готовы соответствовать образу прекрасной, Золушки, феи, жрицы, богини утренней Авроре. Вот настолько у него обширная фантазия. Значит, девчоночки, он романтик, он имеет на это право, мы все разные, и каждый проявляется так, как он умеет, как может, на что способен. Ничего дурного в принципе нет, но надо просвещать парня, мужчину, открывать ему глаза, что в реальной жизни, может быть, его гораздо лучше, чем он там себе придумал, да. А может быть, надо немножечко спуститься с этих облачков розовых. Хватит кататься на волшебных единорогах, а иди-ка ты, дружочек, ко мне приезжай. Да, познакомься своими глазами. Посмотри, потрогай, пойми, кто я такая. Не бойтесь свиданий с ним. Это наоборот и усилит, и укрепит ваши отношения. Если он зовет, либо сам напрашивается, конечно же, соглашайтесь. В принципе, неплохие отношения, но еще раз говорю, надо избавиться мужчине от иллюзий. Слишком много хорошего это даже не так, не хорошего, а фантастичного, фантасмагоричного, он в вас вложил. То есть, он любит ваш образ. Есть вы и есть ваш образ. Считайте, что ваш образ – это ваша конкурентка в отношениях. Здесь нужно вести разъяснительную работу, а лучше при личных встречах. Так. Мне здесь еще показывают одного персонажа. Но я не могу сказать, что прям любит. Скорее, очень вами интересуется. С этим мужчиной вы однозначно не знакомы, но он вас видел. Он вас видел, и вы поселились в его голове, вы в его мыслях. Какая-то случайная встреча, мимолетная была. Может быть, просто вы в одном транспорте ехали, либо вы где-то в каком-то учреждении пересекались. Он обратил на вас внимание, но поскольку вы спешили, он спешил, не получилось. И как ты подойдешь к посторонней женщине, что ты ей скажешь? Извините, я тут немножечко залип на вас, что-то у меня сердце на вас ёкнуло. Давайте познакомимся на всякий случай. А вдруг это оно, любовь. Такой момент был. Вы знаете, он все чаще и чаще о вас думает. И как я вижу, прям показали, что у вас с этим мужчиной что-то таки будет. Он будет вас искать. Высшие тут, смотрите, ему тут помогают, сигнализируют зеленым, можно. Да, окей, согласны, можно. У вас обязательно будет с этим человеком знакомство и вполне возможно полноценный роман. Роман, который закончится, очень-таки неплохо. Очень неплохо.
Здесь получится. Вот именно как для семьи, для серьезных отношений здесь может получиться. Но это событие будущего. В сегодняшнем дне есть живой интерес с вами. Есть ощущение, что надо эту женщину узнать получше, надо с ней познакомиться. Ну, а там как бы посмотрим, что из этого выйдет. Так, и еще персонально для одной девушки хочу сказать. На вас кто-то работает, либо у вас кто-то работает. Может быть, это работник, который для вас выполняет какой-то ряд, там, объем работ. Может быть, в доме, может быть, у вас там свое какое-то там производство, либо свой офис. Есть мужчина, который смотрит на вас глазами щенка. Мужчина по возрасту, либо младше вас, либо по статусу он гораздо ниже, чем вы. То есть мужчина считает, что он не имеет права к такой шикарной женщине, даме, да, подходить и уж тем более там, изъявлять свои там, ощущения, желания и настроения в ваш адрес. Этот мужчина, он мастер, либо строитель, либо вот он что-то налаживает, что-то руками что-то делает. Да? У него какая-то такая работа, профессия. И если вы понимаете, о ком я говорю, и для кого я говорю, самое главное, девчоночки, можно же и улыбнуться. Да? Можно же улыбнуться, если еще не нравится этот мужчина, если он вам симпатичен. А он, кстати, очень симпатичный мужчина. Почему и нет? Без вашего сигнала, без вашей вот этой улыбки мужчина никогда, вот он свободный, у него все есть, да, там работа, там жилье есть, деньги он зарабатывает, но он настолько скромный, настолько он вами восхищен, настолько он под впечатлением от вашей персоны, не только как от женщины, но и как от человека, который себя сделал сам, да, либо сам всего добился, что он не позволит себе нарушить ваш покой. Вот. Улыбнетесь, как подадите ему сигнал. Что-то и получится. Мимо пройдете, будет любить вас долго и преданно. Вы его идеал. Вот чтобы вы для себя понимали. Так, мои хорошие, себя не критикуем. Знаем, что вы женщина ого-го какая. У вас есть за что любить, и многие вас любят. Любят, ценят. Ну и, конечно же, содержит у себя и в голове, и в сердце. Сколько бы вам лет не было, как бы вы там ни выглядели, на ваш взгляд и вкус, для мужчин вы были, есть и будете объектом постоянного, сильнейшего притяжения. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.